каждый может оказаться в такой ситуации. Я просто оказался жертвой таких обстоятельств. Не, как говорится, не в нужное время, не в том месте. Готовы все? На русском, да? Да, да. 1 числа со мной созвонились незнакомые люди. Я должен был полететь в Алмату 2 января. Я прибыл туда по приглашению своего друга. Мы хотели развивать одно дело. Вот. 4 числа начались митинги. Я увидел это из квартиры, которую я снимал. Мой друг настоятельно рекомендовал мне оставаться дома, не выходить. Я послушал где-то 3 дня, 4, 5, 6, не выходил из дома, но ситуация продолжалась накаляться. Отключили интернет, продуктовые магазины перестали работать, поэтому я предпринял попытку уехать домой. 7 числа я взял такси с Сайрана и по дороге в Алматы, Бишкек, на посту, военном посту в селе Самсы меня задержали военные и доставили в камеру предварительного заключения. Получается, в камере предварительного заключения обходились вежливо, давали еду, горячий чай. Это, получается, был такой путь. Я услышал от сокамерников то, что если сделать такое заявление, якобы тебе предлагали деньги, и ты прилетел на митинг, в Алмату с целью митинга, то тебя сразу же экспортируют в Бишкек. Это был такой путь, как мне показалось, и поэтому я решил наговорить на себя, хотя этого не делалось. Я услышал, что это легкий путь для того, чтобы побыстрее вернуться домой. На посту особо с военными не разговариваешь и ничего им не докажешь, и поэтому они в жесткой мере задерживали всех. Когда митинг начался, я испугался, вернулся в квартиру, переночевал. Они купили мне билет. 2 числа я прилетел в Алмату, и меня отвезли на квартиру, где были также граждане Таджикистана, Узбекистана, но я не понимал, о чем они говорят. Когда митинг начался, я испугался, вернулся в квартиру, переночевал, а на следующий день решил поехать домой, и меня задержали. Я Юбуров Тахир Рамазанович. Мой братишка Закир, Юбуров Закир Рамазанович, он уехал 2 месяца назад. Он работает в Алмате, на базаре работает, и он на такое не способен мародерствовать. Ему это не надо. На видео это не он. Я его родной брат. И вдруг он становится террористом, этого не должно быть. Спасибо Этого не большое. должно. Что конкретно делается со стороны госорганов, чтобы его вытащить? Я уже сказал. Ну, официально.